Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. Туркменское телевидение регулярно демонстрирует идеальные картины детского отдыха. Купание в бассейнах, игры на современных площадках, участие в различных концертах и конкурсах. Но отдых детей из бедных семей, которых в стране гораздо больше, в репортаже не попадает. Это фото сделано на севере Дашогузского вилаята. Дети, копающиеся в мусорном баке. Обычная уличная сценка. Школьники с раннего утра начинают охоту на почаки, то есть на корки арбузов, дыни и другие овощные очистки, рассказывает местный житель. Но если раньше дети собирали почаки по причине обычной хозяйственности, чтобы добро не пропадало, то сейчас корки и очистки становятся ощутимой заменой кормов в скудном рационе домашнего скота, добавляют источники Turkmen News. Правда, добыча детей обычно мала, как и при поиске пластиковых и стеклянных бутылок, ставших частью детского бизнеса. В сельской местности почти никто не выбрасывает ни того, ни другого, а овощные очистки и арбузные корки люди скармливают собственной скотине и сами же сдают бутылки. Еще один способ заработать на каникулах для дашогузских школьников – сбор милостыни. Особенно популярны среди попрошаек различные святые места. Например, в Куни-Ургенч это 360 пир, средневековый некрополь, где, по преданию, захоронены 360 праведников. И дети, и попрошайничающие взрослые при виде паломников начинают читать молитвы, просят Аллаха принять молитвы и жертвоприношения гостей. Паломники просто не могут в ответ не дать денег, так как считается, что иначе молитвы и жертвоприношения не возымеют действия. Юные жители Ашхабад тем временем просят подаяния у автомобилистов в пробках и на светофорах, но в последнее время популярность обрел так называемый ночной магазин в районе 100 фонтанов, рядом с автомойкой. Как считают источники Turkmen News, этот магазин принадлежит кому-то из племянников президента, он открыт круглые сутки, хотя в столице есть ограничения на работу магазинов, в нем торгуют элитным импортным алкоголем и сигаретами. Бедные люди туда точно не заезжают, поэтому водители или их пассажиры, завидев попрошаек, нередко дают им по 5-10 манатов, сообщил источник. Тем более настроение хорошее, предстоит гулять всю ночь. А о детях и взрослых, копающихся в мусорных баках, в апреле 2021 года сообщали источники в Марийском вилаяте. Схема все та же. В мусоре выискиваются бутылки, которые можно сдать, и овощные очистки, которыми можно накормить скот в условиях засухи и высокой стоимости кормов. В настоящее время большинству семей в Туркменистане не хватает средств на еду. Люди не могут покупать продукты в коммерческих магазинах и вынуждены полагаться на ограниченный набор товаров, ежемесячно отпускаемых в госмагазинах по фиксированным ценам. Однако размер этого пайка слишком мал, чтобы вся семья действительно могла питаться целый месяц. Например, в Балканском вилаяте в июне 2021 года в паек вошли килограмм картофеля, 1 куриный окорочок, 500 граммов сахара, 1 бутылка хлопкового масла и 3 бутылки воды.